Икрам Нурмахмед, уйгурский режиссер, снимавший исторических уйгурских героев, сказал, что его пытали и заставляли делать ложные признания во время содержания под стражей в Восточном Туркестане. Как сообщает The Guardian, стало известно, что 32-летний Икрам Нурмахмед предстал перед Народным судом Урумчи 27 октября по обвинению в организации террористической деятельности и участии в восточно-туркестанской сепаратистской группе. Во время судебного разбирательства стало известно, что Нурмахмед сказал, что его держали в темной комнате в течение 20 дней и подвергали физическим пыткам, и что он давал ложные признания под давлением, находясь под стражей. За время моего пребывания в Турции я не участвовал ни в одной террористической организации или какой-либо политической деятельности, сказал он. Проблема принудительного труда уйгуров стала одной из важнейших проблем международного сообщества в последние годы. Монополия Китая в производственном секторе привела к тому, что китайская продукция распространилась по всему миру. В результате развитый западный мир стал самым сильным потребительским рынком китайских товаров. Адриан Зенц, старший научный сотрудник Фонда памяти жертв коммунизма, в мае этого года опубликовал важный отчет, доказывающий, что синьцзянский хлопок был связан с принудительным трудом уйгуров. В отчете установлено, что хотя Китай поощрял механизацию в секторе производства хлопка, уйгуров вынудили вручную сажать хлопок в 2021 и 2022 годах. Китай пытается распространить пропагандистскую деятельность на территорию Центральной Азии, начатую с целью сокрытия систематических актов геноцида в Восточном Туркестане и изменения восприятия международным сообществом. Департамент культуры и туризма Китая с 5 по 15 ноября запустил в Казахстане и Узбекистане литературно-культурное и художественное мероприятие, состоящее из песенной, поэтической и фотовыставки на тему «Наш Синьцзян. Яхши место», согласно новостям сети китайского пропагандистского агентства Годдак. Министр финансов США Джанет Йеллен, отметив, что у США нет желания отделяться от Китая, сказала: «Полная сегрегация наших экономик была бы экономической катастрофой как для наших стран, так и для всего мира». Йеллен заявила в преддверии двусторонней встречи с заместителем премьер-министра Китая по экономическим вопросам Хай Лифанг, что надеется создать прочную основу для переговоров, которые продлятся 2 дня. Европейский Союз и Китайская Народная Республика готовятся к проведению саммита в Пекине 7 и 8 декабря. Согласно переданной информации, председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель отправятся в Китай на первый личный саммит с пекинской администрацией за 4 года. В столице Узбекистана Ташкенте состоялся саммит лидеров Организации экономического сотрудничества. В саммите, организованном президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, приняли участие президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Ибрагим Раиси, временный премьер-министр Пакистана Анварул Хак Какар, президент Таджикистана Имамли Рахман, президент Кыргызстана Садыр Капаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Казахстана Алихан Исмаилов.